Дорогие друзья, мы сейчас в Адлере и направляемся в Абхазию. И чтобы там было без проблем нам расплачиваться за жилье, ну и вообще, в принципе, пользоваться какими-то услугами, мы сняли наличные средства. И вам тоже советуем, если поедете в Абхазию, снять наличку и использовать российские рубли. Нифига какая. Прозванивать, прикинь, грузовики. Ну, вышка. Дорогие друзья, мы находимся на границе Российской Федерации и Республики Абхазия. Идем на границу проходить таможенный контроль. Машина проходит отдельно с водителем, а люди все высаживаются и идут в отдельной очереди. Также проходят таможенный контроль. Вот мы идем сейчас проходить. Петя проходит в зону таможенного контроля. У него все нормально должно быть. Так, друзья, мы прошли границу Российской Федерации. Заходим сейчас в Абхазию. Тут тоже будет зона таможенного контроля. У меня единственное, что спросили прописку. Ну, и очень долго сверяли меня с паспортом. У меня просто в паспорте фотография очень старая. Но в целом все хорошо. Кстати, хочу вам сказать, что эту границу можно пройти по обычному паспорту Российской Федерации, без заграна. Конечно, при проходе границы мы попали в приключения. Дело в том, что через саму границу можно проехать только на автомобиле, так как это автомобильный таможенный контроль. А мы до прохода через российский контроль сказали нашей Ане, которая была за рулем нашего транспорта, ехать дальше и ждать нас уже на той стороне. И когда вышли в буферную зону, таможенники сказали нам, пешком нельзя. До абхазского контроля подсаживайтесь к другим водителям и проезжайте. Ну и мы напросились в аутентичный ржавый рабочий УАЗик. И нас, конечно, любезно довезли. Друзья, мы совершили тут большую ошибку. Это зона таможенного контроля, именно автомобильного транспорта. Автомобиль проехал таможню, мы прошли пешком. Дело в том, что наш автомобиль уехал без нас на следующий таможенный пост. А пешком до туда, кажется, нельзя, потому что это автомобильный именно таможенный пост. И вот нас добрый человек с Абхазии, да? Мы напросились, вот добрый человек нам помог, и мы сейчас едем в УАЗик. Спасибо большое! Ну вот так вот мы прошли границу, не зная законов, не знаю, ну, в общем говоря, мы просто прошлись пешком, наша машина уехала, и нам вот пришлось проситься к дедушке Абхазу на УАЗике. Лютик, да-да-да, Лютик. Ну, он такой, лютый водитель. В общем, нас довезли, сейчас мы будем искать своих. Абхазия. Регион в северо-западной части южного склона главного Кавказского хребта на северо-восточном побережье Черного моря. Государство основано в 1992 году. Фактически контролируется властями частично признанной Республики Абхазия, образованной в ходе грузинско-абхазского конфликта. Независимость республики признана 5 государствами, членами ООН, включая Россию. В документах ООН же Абхазия до сих пор рассматривается как территория Грузии. Государственный язык здесь абхазский. Но русский язык наряду с абхазским признается языком государственных и других учреждений. И даже в качестве денежной единицы применяется российский рубль. Туризм – одна из основ всей экономики Абхазии. Развит пляжный туризм, в меньшей степени горный. Подавляющая часть пансионатов, санаториев и домов отдыха остались еще со времен СССР. Действительно, в Абхазии замечательные пляжи. Ну и есть, конечно, очень много исторических, культурных памятников, сохранившиеся еще с царских времен. Ну и виды природы, конечно, здесь уникальны.
Климат Абхазии субтропический, с мягкими зимами и теплым, часто жарким летом. Зимой же температура редко опускается ниже нуля, а в прибрежных районах средняя температура зимних месяцев составляет плюс 10. Но на самом деле в конце августа нам, северянам, показалось очень жарко. Охота просто зайти в воду и не выходить из нее до вечера. Кстати, несмотря на то, что основным источником дохода является туризм, в Абхазии нет воздушного сообщения. То есть прилететь сюда на самолете невозможно. Но зато есть морские и автоперевозки. Ну и, конечно, российские железные дороги. Большинство туристов, посещающих Абхазию, являются россиянами. И к нам здесь относятся очень благоприятно. Друзья, мы в Гаграх. Это излюбленное место отдыха россиян. Ну и не только. Еще со времен Советского Союза здесь очень много, очень большое количество туристов. Здесь, кстати, здесь были сняты великие фильмы Советского Союза. Здесь есть также экскурсии, водные экскурсии, экскурсии по городу. Ну а мы просто вот с утра искупались и идем обратно уже собираться. Живем мы на почти центральной улице, рядом с морем. Утром проснулся, пошел, искупался, кайфово. По поводу того, чтобы жить именно здесь, конечно, наверное, сложновато, потому что климат довольно-таки сложный. А вот отдыхать здесь просто супер. Наша столовая. Даже. Чего? Ребята уже собираются. Че, как сборы? Нормально, уже все готово. Там да? Один я остался. Тебя ждем. Анюта там еще у нас. Так, ну вроде все. Так, ну живем мы вот в таком красивом домике. Несколько этажей, двухэтажный. И внутри со своим двориком. Сегодня мы расположились вот в одной комнате. Вернее, в одном, вот в таком вот помещении. Расположились вот в таком помещении. Я тут работал немного. Душ, туалет совместный. То есть в самой комнате. Ну и тут есть отдельная комната. Стоимость такого номера 5000 рублей. В принципе, на большое количество людей, на 5, самый топ. Тут отдельная зона отдыха. Можно постираться. И вот тут можно посидеть, отдохнуть. И полюбоваться вот на такие зеленые мандарины. Они как пластмассовые. Гагра – это курортный город на побережье Черного моря Абхазии. Гагрские отроги Большого Кавказского хребта подходят к морю наиболее близко. Горы создают свой микроклимат, защищая город от холодных ветров и удерживая теплый морской воздух. Благодаря этому Гагра – одно из самых теплых и сухих мест на Черноморском побережье Кавказа. Гагры также известны большим упоминанием города в советском кинематографе, как место элитного и желанного отпуска. В городе имеются морской порт и железнодорожная станция на линии Адлер-Сухум. Гагра условно делится на две основные части – Старая Гагра и Новая Гагра. Первое упоминание города существует еще с VI века до нашей эры, но официально Гагры стали городом в XIX веке и является первым крупным туристическим городом при въезде со стороны России. Архитектура города смешанная, есть дома царских времен, советские постройки, ну и, конечно, существует немного современности. Дома в основном малоэтажной застройки и очень много кафе, сувенирных лавок, гостиниц и гостевых домов. Мы как раз остановились в одном из них, в 5 минутах от Черного моря. В Абхазию же мы приехали всего на 2 дня, и поэтому было решено посетить самые знаменитые достопримечательности.
И в первую очередь это, конечно, горное озеро Рица. Дорога до озера из Гагры довольно длительная, 50 километров, но очень увлекательная. Краски природы субтропического климата не передать видеокамерой. Как бы я ни старался, но всю красоту пути, которую воспринимает человеческий глаз, невозможно передать камерой. На самом деле, еще даже не увидев великое озеро Рица, уже вся дорога захватывает дух. Остается только ехать и любоваться видами. Заметили, что турпоток на озеро довольно большой. Все те, кто приехал в Абхазию, обязательно посещают данное озеро. По дороге имеется много кафе, сувенирных лавок и мест остановок, чтобы сделать красивое фото на память на фоне Кавказских гор. И мы, кстати говоря, совершили остановку, чтобы отдохнуть с дороги, полюбоваться видами и даже совершить небольшой обряд приветствия и поклонения. Но перед тем, как совершить обряд, мы, конечно же, остановились и поинтересовались у местного населения, как правильно сделать обряд и выполнить это духовное задание. Красавица. Спишь, стоишь? Это вот здесь вот. Ой, инвалид, я инвалид. Как раз таки успели, а? Да только что мы идем. Лицо уровня может не оставить. У нас налички мало. А там же у вас 5000. Так, и что здесь просто завязываем, загадываем Вот желание? это, чтобы жена была, вот это семейное здоровье, вот это заветное желание, чтобы 5 женщин было. Да. Такую еще не видел. Обязательно. Там максимум 6 человек, дальше успеете. Смотрите, у нас здесь остановка, где мы можем завязать ленточки желаний. И вот мы взяли 3 ленточки. Расскажи нам, пожалуйста, какая лента? Чтобы жена была 20 человек. Ох ты, 20 жен. Это семейное здоровье. Вот это 30 жен. 30 жен. Да. Смотрите, Ну больше всё. не надо. Будем жениться. 30 потянешь? Больше не надо. Да. Спасибо. Не надо. Не надо? Зачем вам деньги? Так, где будем завязывать? Ну там, наверное, да? Ну, наверное. Друзья, хочу еще отметить, да, у нас есть в Якутии тоже традиция завязывать ленточки. Салама, так называемая салама. Оказывается, эта традиция уходит далеко вглубь истории. То есть это с древних времен. У разных национальностей есть такие обычаи вязать ленточки. Мы, соответственно, пойдем завяжем свою саламу. Ну что, завяжем где-нибудь со всеми? Это он сказал... Даже, это чтобы 30 жен было. Нет, Алена, это было видео. Ну мне что, я не переключила. Оп. Это на счастье. Я нечаянно видео нажала, а не скоро. А на 20 жен-то оператору надо было дать. Тебе зачем еще 20? Нет, а это нажимание. А, Синее самое важное, оно идет на то, чтобы загадать заветное желание, чтобы оно исполнилось. Вот в Абхазии мы загадываем сокровенное, самое лучшее желание. Завяжем его вот тут, рядом с другими синими ленточками. Папа.
Друзья, ну все, мы ленточки завязали. Мы завязали ленточки. Остановились на месте, где все это делают. Исполнили традиции. Ну и все, едем дальше. Да, оказывается, даже в Абхазии существуют обычаи, очень похожие на якутские традиции. Мы, конечно, совершили обряд поклонения духам дороги, гор и данной местности с чуточку своим якутским смыслом. И, конечно, загадали желания. И поехали дальше уже как будто с чувством завершенного задания. И даже виды пути будто стали лучше и красивее. Вообще, флора Абхазии включает более 2000 видов растений. Лесами покрыто свыше 55% площади республики. И все это можно наблюдать по дороге на озеро. И, конечно, обворожительные виды смены высотной поясности, виды практически реликтовых деревьев, стоящих вдоль дороги до озера Рица, и, конечно, обворожительные горы Закавказья, высотой до 3000 метров над уровнем моря. Просто завораживают взгляд. Ну а само дорожное полотно до озера полностью асфальтировано, ям практически нет. При этом дорога до озера была построена впервые при Сталине, еще в начале 1930-х годов. Прокладкой тоннелей осуществляли специалисты московского метрополитена. Всего Мосметрострой проложил до южной оконечности озера 6 тоннелей, проявляя при этом чудеса смекалки, героизма и извергая из своих недр тысячи оригинальных технических решений по возведению тоннелей разной протяженности и кривизны до 50 метров через скальные массивы Кавказских гор. Проезд через туннели – отдельная эмоция. Некоторые из них сохранились в первозданном виде и выглядят как пещера в горе. И можно даже наблюдать резцы буровой машины на каменной породе внутри дорожного туннеля. Сегодня доехать до озера можно только через туроператоров, которых можно найти на каждом шагу в Гагре. Общественный же транспорт до озера не ходит. Преимущественно возят туристов на джипах с открытым верхом, и, кстати, очень много джипов переделанных и тюненных джипов отечественного производства. Я имею в виду марку УАЗ. Ну и современных иностранных автомобилей тоже хватает. Ну а мы же едем на своем автомобиле в комфорте и не спеша, останавливаясь на разных локациях данной дороги. Дорогие друзья, мы находимся в национальном парке, Рицинском национальном парке в Абхазии. И вот мы наконец добрались до озера Рица. У нас птичка в небе, сейчас снимаем красивые виды. Остановились на стояночке. Это 1000 метров над уровнем моря. Вот Антон подсказывает. Ты увидел табличку, да? Да, табличка было написано 1000 метров над уровнем моря. Вот, здесь у нас на такой высоте вот мы находимся, а там впереди, вернее, вон там наверху, большие-большие горы. Там, я не знаю, там, наверное, 3000-ники они стоят. Вот у нас была теория такая, Петя сказал там во время Сталина. Петь, во времена Сталина что там, он там кого-то озадачил там ходить? Ну, наверняка же кто-то ходил в эти горы, описывал их, и, ну, вообще, описание вел. Тут Сталин тогда просто сказал вверх и вверх, ребята, надо сходить. Вверх, значит, вверх. Оттуда зеркальцем помашите, да. Мы будем знать, что вы там. Ну, очень красивые места. Сейчас пойдем вниз, погуляем еще вдоль набережной, да, видимо. Здесь люди, между прочим, катаются на катамаранах. Все это мы обязательно посмотрим своими глазами. Так, поставили машину в 700 метрах от непосредственно спуска на само озеро Рица. Вот центральная сторона получается. И вот идем пешком. Там такие вот виды катамаранчики. Аня, мы еще будем на катамаранах кататься, да? Что-то она там проговорила про себя. Не слышно ничего. Как и везде, здесь очень много сувениров. Все, вижу. Да-да-да. Очень много сувениров, кафешечки.
бомбический вид. Смотровая, пойдем посмотрим. Вид вообще классный. Просто горы вообще такие. Ну это вот трехтысячники, 100%. Потому что мы уже стоим на, не знаю, Ну, на 1000. мы на 1000. Да, ну, там была табличка 1000 метров. Ну, значит, наверное, это 2, наверное, не больше, наверное, да? Вряд ли, наверное. Ух, сколько тут этих катамаранов-то, оказывается, катается. Ой-ой-ой. И еще можно столько же, по-моему, запустить вон они на парковке. А что, отсюда может снимем? Блин, класс вообще. Снимай, под себя запечатли. Антонио. Вон город, сзади тоже горы. Там мощные такие. Величественные горы. Опаньки, это мост же был. Мост валяется. Озеро Лиса. Это, видимо, старый мост был. На пути на государственную дачу Сталина. Вот мы остановились здесь возле водопада. И первым делом берем чебуречки. Чебуреки, да, Антоха? Да, чебуреки. О, Производство. как вкусненько все это выглядит. Сейчас подкрепимся чуть-чуть. Вот это сервис, да? Вот прям при тебе сейчас вот свежий чебурек прямо делают на глазах. Только ступит. Да, все вот так вот. Прям на месте, круто. Это очень, да. За это как его завораживает. Ну, в общем, пока готовятся чебуреки, я пойду схожу, посмотрю на водопады. Довольно попсовое место, популярное. Здесь очень много народу приходит, поднимаются вверх, мочат ноги, фотографируются. Ну, такое. После долгого пути, в принципе, красавицы походили интересно. Это сразу вот в масле так жарится, да? Вот тут вот красиво. Это не сочинский. Какие большие еще? Да, взял очень быстро плевал. У меня 1000 есть. То есть один чебурек, по сути, стоит 250 рублей, да? Да. Вот всего лишь 250 рублей, и вот И вот такое чудо у вас есть. Нормальный чебурек. Не маленький такой. ну, сейчас будем кушать. Опа. Так, ну что, мы у входа в Сталинскую дачу решили остановиться, перекусить. Вот такие здоровые чебуреки. Просто шикарно, приготовлено прям при нас, да? Да, прям при нас сделано. Горячие. Вкусные. Тесто мягенькое, оно пропитано все вот мясным соком, мясо внутри куча, не просто как все это. Очень вкусно. И всего лишь 250 рублей. Мы подъехали в государственную дачу номер 11 на озере Лица. Она была, видимо, вот это. Очень старинное здание. А сама дача номер 11 это вот руины эти, да? Недострой.
Вот фото, как это выглядело до пожара. А, сгорело. Короткое замыкание и неумелые действия охраны привели к полному выгоранию, к сожалению. Какая красивая была. Да, Прикольная, деревянный верх полностью. Мне люди говорят, что руинами это нельзя называть. Это достояние. Хотя руины это научное слово, которое как раз, наверное, обозначает остатки той эпохи. Не знаю, я с ними немножко поспорил на эту тему. Это фундамент. Здесь была администрация, резиденция какая-то. Она была деревянная, и она сгорела просто. Вся. Прикольно. Так, ну мы спустились вниз непосредственно на само озеро Рица. Здесь имеется дача, государственная дача, где любили отдыхать Сталин, Брежнев, Хрущев. Ну, в другом порядке, Хрущев, Брежнев. Но, к сожалению, дача сгорела из-за короткого замыкания. При этом остался вот фундамент и некоторые постройки. Там, говорят, фонтанчики есть, пойдем посмотрим. Фундамент здесь такой очень интересный. Он стоит как будто на сваях. Это из-за того, что озеро Рица имеет свойство подниматься вверх после того, как пойдут, видимо, весенний паводок. После весеннего паводка здесь все это затапливает, но при этом дача сама должна была оставаться сухой, так как вода заходит вот под фундамент и саму дачу не затрагивает. Вот. По идее, была очень большая, огромная постройка. Вот, кстати, фонтанчик, про который нам рассказали. Ну, конечно, все заброшено тут. Правда, мусора много чего-то. Ну, а так, в целом, вот такая вот постройка. Вот сама Рица. Красивое озеро в горах. Вода голубенькая такая. Ну, какая чистая вода вообще. Обалденно. Глубоко тут. Все, приятного отдыха, полчаса время. Ну, а мы сейчас пройдемся вдоль берега озера Рица. Здесь купаться строго запрещено по определенным причинам. Это, во-первых, святое место. Во-вторых, сказали, плохая примета. И очень много народу здесь тонет. Ну и нам сказали не брать на себя того, чего не потянет. Поэтому мы просто пройдемся по берегу озера Рица. Помочь им ноги. Просто погуляем. Вон, Роман у нас запускает птичку. Или ты уже посадил? А, собираешься только, да? Здесь нет никаких запретов на полеты дроном. Поэтому мы делаем хорошие кадры. Петя, что там так сразу глубоко, да? Прямо вот так. А что, рыбки где? Вот они, вон они. А, маленькие. Плавают, ага, мальки. Просто ноги помочили, и нам уже кричат, выходи оттуда, нельзя заходить. Не, это дети. А, это детям. Я немножко ошибся, значит, пойдем дальше вдоль берега. Так, друзья, искупаться, конечно, у нас не получится здесь, но мы все равно поставим галочку, помочили ноги. И вот так хотя бы освежимся. Галочка поставлена, озеро Рица. Хорошо. Озеро Рица. Это горное озеро ледниково-тектонического происхождения на Западном Кавказе. Крупнейшее озеро Абхазии. Расположено озеро на высоте 950 метров над уровнем моря в бассейне реки Бзыпь. Горы, окружающие озеро, имеют высоту 3200 метров. Площадь же озера – 1,5 квадратных километра.
со средней глубиной 63 метра, ну а наибольшая глубина составляет 116 метров. Средняя температура воды на поверхности озера выше 10 градусов. Озеро образовалось приблизительно 250 лет тому назад, когда часть горы Пшегишхва обрушилась в реку Вашипсы и запрудила ее. В озере обитает форель, акклиматизирован сик и головарь, можно рыбачить. Исключительная живописность озера сделала его одной из главных туристических достопримечательностей Абхазии. На берегу озера находится дача Сталина и примыкающая к ней дача Хрущева. Озеро и прилегающие к нему территории относятся к Рицинскому реликтовому национальному парку. Можно, да, не перекусил. По восточному варить. А, тут можно покушать даже, да? А скажите, а рыбалка здесь есть? Да, конечно. А, да? А какая рыба водится? Форели головы. Да вы что? Да. Чтобы тяжкие. Сколько кофе будет? А на что ловят? На блесну ловят? А это вот прям на катамаранах выезжают ловят, да? Или с берега? Прямо вот здесь сзади нас на речке. А, да? Конечно. А услуги такой нету? Аренда спиннинга? Есть у нас, есть. А, да? И что стоит? 1000 рублей. С нашими. Вот такая рыба водится. В смысле, прямо сейчас можно поймать, по идее? Иди заплати быстро, иди лови. пока мы- Попробовать, да? Конечно. Только там, ребят, вот здесь сзади нас, вот он, турист ловил. Это он нам оставил. Ну, пойдем сейчас порыбачим. 1000 рублей стоит аренда спиннинга, ну, если своего нет. И пойдем сейчас попробуем поймать форель и головль, да? Если есть свой спиннинг, то 500 рублей всего. Да, ну, в рыбалку всегда это фортуна. Мы сейчас ее попробуем испытать эту удачу и поймать рыбку. Нам посчастливилось, что как раз в этом кемпинге, в этой кафешке, так сказать, есть возможность что-нибудь попробовать поймать. Потому что рыбалка как бы на Черном море. Обычный рабочий спиннинг вот с такой маленькой блесенкой с розовым оттенком. Красно-розовым, например. Ну что, пойдемте попробуем? С рыбалкой у нас не получалось нигде. На Черном море она как бы не очень. А тут, говорят, вот можно даже форель поймать. Форель рыба как бы хорошая. Не хоть бы что. И голавль какой-то. Голавль, не знаю, что это за рыба такая. Первый раз про нее слышу. Ну, судя по фотографиям, очень похоже на карпа. Но только карп пошире будет. Он такой подлиннее, как селедка. Ну да. Такой какой-то. Ну давай, пробуй. Смотри, только там сетка вон. Сетка вон там, аккуратно. Какая-то арматура вон лежит. Я посоветовал Семену зайти подальше, чтобы там где-то попробовать глубину какую-нибудь хотя бы словить. Хотелось бы что-нибудь поймать. Как ты любишь. Слушай, ну когда вообще в жизни посчастливится на половить рыбу? Да? Да, не говори. Ну, как бы это озеро Рица, а речка-то как по факту-то называется? Что-то мы даже не спросили. У нее какое-то тоже название, наверное, имеется, да, и вот реки? Какой-то есть. Она впадает, видишь, как раз садится, наполняет. А там дальше она сливается, также она садится, и опять где-то какие-то водопадики идут. Ну что, удача пошла. Будем пробовать. Ну что, подскажите, у вас ловится что-нибудь? Нет. Ничего не ловится? А вы на удочку на червяка, да? Здесь для червяка стоит. У меня супруг пошел просто На спиннинг, да? Что там, поймали что-нибудь? Ловится? Нет. Вода грязная, да, видимо? А у вас это удочки, да? Ну тут чистая вода, как бы, блин, без проблем должна ловиться вообще, по идее, если рыбы много было бы. А, ну тут тепло.
здесь вообще прям так хорошенько. Нормально. А ну то, что вот тут нагревается на камнях, наверное. Семыч не теряет надежды. Но рыба такая вещь. Она хочет ловиться или не хочет не ловиться. Вон там. На дачу Сталина люди проезжают, а нас не пустили. Фортуна, штука такая. Друзья, мы попытали удачу. Она нам сегодня не улыбнулась, но, по крайней мере, хотя бы побросали спиннинг, уже отвели душу. На самом деле здесь надо перед тем, как рыбачить, надо было посмотреть воду саму. Она довольно-таки грязная. То есть недавно прошли дожди, водичка грязная идет, и, как правило, обычно в такое время рыбалки нет. Но мы все равно попробовали, покидали спиннинг. Все-таки есть же шанс, когда... Ну, он, по крайней мере, есть этот шанс. Я его попробовал, испытал, использовал этот свой шанс, но, к сожалению, рыбалка у меня не удалась. Ну ничего, еще успеем порыбачить. Озеро Арица – это то место, которое необходимо посетить каждому, кто приехал в Абхазию. Это место, где можно обогатиться не только физически, прогулявшись вдоль берега озера и по горным хребтам, но и духовно и культурно, приблизиться немного к царской и советской эпохе, узнать историю. Ну и, конечно, можно здесь порыбачить. В принципе, сюда можно приехать на утряночку, либо на вечерочку. Ну или вообще сюда можно приехать с ночевкой, со своим кемпинговым оборудованием. Здесь это разрешено. Ну а мы полностью довольные, обогащенные, едем дальше. Впереди у нас море приключений. Ну и, конечно, едем и выбираем новые локации.